Это то, чем я живу наполовину. Это то, что я очень хочу передать своим детям. И я хочу, чтобы они это понесли дальше, не останавливались. Совершенно случайно узнала, что у нас здесь в микрорайоне проходят курсы по обучению золотошвейства. Тогда даже мы не знали, как оно называется или все. И первый мой учитель – это Айша Усманова. Именно она показывала и учила. И первые стишки я научилась делать у нее. Был 99-й год. А вот уже позднее, в 2002 году, опять организовались курсы. Опять их организовала Айша Усманова. Это курсы по двухсторонней вышивке. Татар-шлеме. Здесь уже был новый преподаватель, это Эльвира Усманова. Ну вот с тех пор и потихонечку и тем, и другим, и всем по чуть-чуть я занимаюсь, как бы уже имея базу и двухсторонней глади, и махлама. Вот просто заболела, потому что ты, оказывается, можешь вышивать своим детям с пожеланием всего хорошего, да? Ты понимаешь, что то, что ты вышиваешь, это оберег в любой семье. Все орнаменты, которые нам показал тогда Мамут ага, они были с очень добрым, хорошим посылом. И самый главный посыл в орнаменте – это продолжение жизни. Делая копии, ты очень многому учишься. Настолько большая школа проходит, когда ты делаешь копии. Ну и, конечно, интересно и свой орнамент складывать, и потом смотреть, получилось у тебя это или не получилось. Я хочу сказать, работа с орнаментом – это очень кропотливый труд. Это вот не просто взять листок бумаги и что-то нарисовать. Орнамент, он должен говорить, он должен нести посыл, он должен оберегать, он должен быть правильный. В принципах нашей культуры, понимаете? Вот поэтому любой орнамент старинный, если мы возьмем, да, это целый рассказ. Это вот целый рассказ, оставленный нам с той эпохи, понимаете? Мы, видя орнамент, мы знаем, о чем думала мастерица, когда вышивала. Мы знаем, если это работа ей, для себя, мы знаем, сколько у нее было детей, мы знаем ее мечты, мы знаем, что она хотела. Вот, кстати, это целый рассказ. Конечно, это очень интересно. Изначально этой работой занимались у нас мужчины. Все-таки это была нить, сделанная из металла, растянутого металла, да? То есть и она считалась для женщин более грубым материалом. И этим занимались наши мужчины, были целые мастерские. И мужчины вышивали шатры для наших ханов, ну, одежду, подушки, покрывало. Все это вышивалось в большом объеме, и делали это мужчины. И те люди, которые заходили в мастерские, они удивлялись, потому что, зайдя в мастерскую, им слышался стук молоточка. Вот сейчас мы не пользуемся молоточком, потому что у нас нить синтетическая, а тогда нить металлическая. Чтобы сделать стежок, ты не можешь рукой его натянуть так, как ты хочешь. И только прибивая молотком, ты его выложишь правильно. Вот оттуда и появилось слово «махлама», то есть «пригвозди». Такое впечатление было, что все эти мастера сидели, забивали гвозди. Поэтому я считаю, что эта вышивка именно наша, крымско-татарская, потому что у нее осталась история. Этот фес, он один из той коллекции, которую мы сделали по проекту. Это фес Шехфики Гаспринской. Очень интересная работа, потому что она характеризует непосредственно бахчисарайскую вышивку.
Почему? Потому что мы считаем, что самой изящной вышивкой была эта бахчисарайская вышивка, так как она состоит из очень мелких деталей. И она, конечно, создает такую определенную как бы мозаику, и вот из этих мелких деталей получается очень интересный орнамент. Но у этой фес мы не могли разглядеть фес топелек, но пользуясь багажом своих знаний, как бы мы составили орнамент и на фес топелек. Основная тема у этого орнамента – это, конечно, сулюк. Сулюк – это пожелание здоровья, здоровой жизни. Очень много деталей, которые здесь в этом орнаменте присутствуют. Это пожелание силы, долголетия. Но хочу сказать, что очень много здесь заложено. Ну, конечно, и пускуль. Тот, который мы тоже разработали, в нем тоже очень много заложено символов, вот непосредственно вот в этих цветочках, вот в этих пускулях. Мы повторяли то, что мы видели, что было на фотографии, как оно было. Крымско-татарская феска, она никогда не бывает высокой. Самая высокая феска – это 7 сантиметров. Самый правильный размер фесы – это твои 4 пальца. Вот именно эти 4 пальца и есть высота фесы, крымско-татарского феса. Ну, конечно, вот эта вот таблетированная фес, да, она еще меньше размером. Она может быть не выше 6 сантиметров. Ну, вот такой вот нежный головной убор был у наших крымских татарок. Там тоже очень много традиций. Вот непосредственно, чтобы сделать пускуль, там надо знать очень много принципиальных традиций крымских татар, чтобы его сделать. Там очень много узлов, но там все время непрерывная нить. Понимаете? Это тоже большая традиция крымских татар. У нас орнамент вокруг фес должен быть непрерывный. Это сегодня как бы делают вот ошибочно, там кусок орнамента помещают на поле феса. Это неправильно. Наши предки никогда бы не одели на свою дочь такой фес, потому что считалось, что это как бы укороченная жизнь. А именно вот по полю пущенный орнамент, который как бы непрерывный, он именно с тем посылом долгой плодотворной жизни. Никогда не садитесь за работу с плохим настроением. Если у вас что-то в этот период происходит нехорошее в вашей жизни, никогда не садитесь за эту работу. Приведите себя в порядок, мысли свои. И только тогда и ваша работа понесет в чужой дом только положительную, правильную энергетику. Вы знаете, я в это очень верю. Очень много приходится вышивать амулетов для детей. Ну, каждая мама хочет уберечь своего ребенка, да? Заказывают амулеты. И действительно, прежде чем сесть за детский амулет, я читаю фатиху. Но я вышиваю, и я очень хочу, чтобы то, что я сделала, хоть как-то уберегло этого ребенка. Понимаете, это вот чисто мое желание. Ну и все, что я могу, это просто хотеть этого. Ну и пользоваться, конечно, той молитвой, которая осталась до нас, которую нам передали наши предки. Наверное, в этом есть какой-то правильный момент. И действительно, вот я очень хочу, чтобы все вещи, которые я делала, они приносили только добро. Когда у вас не ладится, вы должны поправить эту работу. То есть вы должны так настроить себя, что вы делаете самую лучшую работу. И тогда у этого человека тоже все будет складываться очень хорошо. Я очень хочу, чтобы вот те, кто вышивали, передали своим дочерям, или там своим потомкам. Все-таки колорит
наших предков, понимаете? Не тот багаж, который у нас как бы есть, а вот именно колорит наших предков. Мне очень хочется, потому что мне очень хочется, чтобы вот эта культура развивалась, чтобы она приумножалась.